Когда мы говорим об экономике Ямала, в первую очередь вспоминаем природный газ. Действительно, почти весь газ в европейскую часть России и Европу идет отсюда. Это известно каждому. А значит, и нет смысла об этом говорить. А вот знаете ли вы, что на Ямале добывается треть мировых запасов ценных сиговых пород рыбы? Знаете ли вы, что только за 2017 год рыбаки Ямала сдали на рыбоперерабатывающие заводы округа, а их здесь 4, аж 10 тысяч тонн пресноводной рыбы? Конечно, морской рыболовный флот страны обладает более внушительными цифрами. Но ведь мы говорим о реке, об одной реке Обь и ее притоках. Рыбный ресурс Оби огромен. Река начинается у китайской границы, течет на север тысячи километров и собирает рыбную дань со всех рек Урала и Западной Сибири. И самое рыбное место находится в ее низовьях, возле Обской губы, длина которой около 1000 километров, и в окрестностях города Салехард. Кстати, Салехард в переводе с ненецкого «поселение на мысу» ранее назывался Абдорск, то есть поселение возле Оби. Это было коми-название. Само слово «обь», по мнению ученых, тоже коми-слово и обозначает «тетку». Логика такова. У нас есть река-отец Печора слева от Урала, а есть сестра отца справа от Урала – Обь, то есть тетка. Коми бывали здесь издавна, могли говорить на языках ханты и ненцев, часто выступали в качестве толмачей, переводчиков и проводников у новгородцев и московитов. И среди первых купцов, увозивших отсюда пушнину и рыбу, были также и коми. Первые коми осели в Абдорске. Позже за коми-купцами пришли оленеводы Сижмы в поисках новых пастбищ. Некоторые из них прельстились местной рыбой и занялись рыбопромыслом. Однако, стоит сказать, что более всего и в давние годы, и сейчас занимаются рыбным промыслом ханты. Так сложилось. Их даже называли прежде рыбоядцами. Коми переняли опыт хантов и основали по берегам Оби несколько рыбацких поселков. Сегодня мы в одном из них – Хар-Саим. Переводится с языка ханты как «поселок между двух ручьев». Он возник в 1937 году, как раз когда коми, потеряв после коллективизации свои личные олени стада, уходили из тундры, оседали на постоянном месте и начинали заниматься другим делом. Однако оленеводы и рыбаки всегда были тесно связаны друг с другом. Что раньше, что сейчас. Всегда происходил обмен рыбой и мясом. Кроме того, оленеводы – это поставщики различной меховой и кожаной одежды. Все женщины в Чуме должны были владеть ремеслом пошива одежды и обуви. Но, как и в любом деле, здесь тоже были уникальные мастера, чьи изделия высоко ценились не только среди своих родственников, но и по всей округе. Одна из таких мастериц – Полина Егоровна Филиппова. Ее изделия шиты настолько качественно, что служат людям даже не годы, а десятки лет. Ношеная вещь. А как новая? Если ухаживать, то износа ей не будет, а внучке еще достанется. А это можно продать? Не продаю. Что тогда останется после меня? А сколько же все это стоит? Не знаю, не торговала. А вот это смоляной тебек. Смолу собирали с лиственниц, варили и смачивали в смоле тебеки. Раньше сапог не было.
Зачем нужна была смола? Чтобы не мокли и не пересыхали. А это мужские тебаки. Праздничные? Праздничные. А как обносятся, можно на работу носить. А как долго можно это носить? Очень, очень-очень долго. Но можно их изничтожить и за год. А на 10 лет хватит? Хватит, у меня вон лежит обувь целая, а ей уже 40 лет. 40 лет? Да, О, даже замечательно. А эти красивые бурки, похоже, по-ненецки сшиты. нет, это ижемские бурки. А как понять, какой пошив? Вот этот рисунок, он хантыйский. У немцев не такой красивый узор. У хантов красивее? Да, красивее. Это ягоз. Это Я не понимаю, как это можно все шить от руки? Все от руки, и все шьется оленьими жилами. А кто шкуры выделывал? Сама. Вареной печенью? Нет, травами замачиваем. Печенью в чуме пыжика только выделывала. Не блюйся. Чтобы обувь шить, нужна шкура с ноги оленя. Чтобы влага не попадала внутрь, нужно делать очень плотные швы. А зачем в наше время жилами шить? Ведь есть капрон. Разве капрон годится? Капроном можно только заготовки подшить. Значит, капрон слабее? Капрон не затягивается как надо, а жилой затянешь, и она так остается. Даже распороть потом сложно. Это четкий снярмас, а вурус се пурта на два режетан. Бурак это потому. Телевизор будет сейчас гашка. Мне кажется, телезрители еще ни разу не видели, как шьют жилами. Попробуй эту порвать. Даже выснет же, кто? Озор. Сейчас вот эта жилка быстро, да? Как? Нет, у меня тут тоньше, как леска. Но все равно не рвется. Капрон кой. Там мышку сейчас перенный. Это со спины оленя жилы? И важно, мне всякие капронахизмы карнада. Да, со спины. Бывает, и с ноги берут. Я родилась и выросла в чуме, а в 21 год вышла замуж. А в вашем поселке живут только ханты и коми? Сейчас тут много разных, и украинцы, и чеченцы. Как ваши пальцы выдерживают все это шитье? Пальцы болеют, я с 13 лет шью, вот уже 54 года. Не считали, сколько вещей пошили за все время? Нет числа. Я как-то посчитала пимы только те, что у своих родных. Получилось 54 пары. А тебыки и малицы, их было без числа, а заготовок тысячи. Харсаим в 30 километрах от Салихарда. Основное занятие – рыбный промысел.
Занимаются этим коми и ханты. Есть целые династии. Например, у заслуженного работника сельского хозяйства Алексея Алексеевича Рочева. Рыбной ловлей занимались и дед, и отец. Теперь он сам руководит рыболовецкой бригадой. В бригаде 10 лодок, а всего на речном участке в окрестностях Харсаима промышляют 90 лодок. У вас здесь совхоз или как-то иначе называется? Рыбоучасток. В Оксарке есть рыбозавод. Мы к его рыбоучастку приписаны. У вас в бригаде ижемцы или ханты? Ну, в основном ижемцы. А почему ваши лодки не пришвартованы к берегу? Так лучше, не бьются о камни. На маленькой лодке подъезжаем и пересаживаемся. Сильно большие волны здесь случаются. Ну, при северном ветре большие бывают. Если пойдешь поперек волны, то нырнешь. Лодку нужно держать наискосок и скатываться с волны. Работа опасная. Раньше на рыбалку брали даже жены детей, но многие из них тонули. Теперь их брать на лов запрещено. Была опасная, да? Ну. Промышляют рыбу на Оби уже не 100 лет. И год от года объем вылавливаемой рыбы только рос. В 1898 году в Абдорске был открыт первый рыбоконсервный завод. Лов рыбы не останавливается даже зимой. В зависимости от сезона меняются лишь орудия и способы лова. Это квайтымына, все кругло. У этой сети ячея на 60. 60? У нас такую ячею уже и не помнят. У нас самая большая ячея на 70. Кого же ловите такой сеткой? Она на Муксуна идет. На Лима тоже ею ловим. А самая маленькая ячея у нас на 36. Ею ловим пыжьяна. Едет через Киев, медпостник через Лудися, Пыжьяна. Это одностенка? Это код я говорю через Киев, наверное, сакуемщенка. Это да, но крупную рыбу ловим трехстенкой. Одностенкой ловим сильную рыбу, чтобы не сильно путалась. А вот на Лима в одностенке не удержишь, выпутывается. Куемщенка каранки, заигарты. Один заигарты. А мы сосить наши нас. Мы Юру с ней уйдет, а быдла Юр сочве. А еще тайно на Лиме, да, еще возненшет. Бергала, что он кдиге, метас. Силы кола медленно ряжу, медленно идти. Пучка спырись, да городчис. Воду не салшит. А тына на пульпу мы откуда тына день до свидян даскак метровый всего лишь. Но он уже и улага, но он уже абу ряжа, ну рама пуктыхе. А ты у нас кушаем через это? Ми кушналим пьемить. Зимой наши сети всего 12 метров длиной. И ловится тогда в основном на Лим. А как берега открываются, то опять начинаем ловить у берегов все подряд. Тогда и всякую мелочь берем. Пукава изнаку. Это ёж, сын, сирпи, ну, после телек от коли. С берега жмится, стался полностью. На Оби издавна рыбу делили на белую и черную – щетчери и еджичери. К белой относятся ценные породы рыбы – осетр, муксун, нельма, сиг.
Черная рыба – это все остальное – язь, щука, налим и другие. То есть костлявая и не столь вкусная. Это не значит, что черную рыбу не ловят. Ловят, но почти всю сдают на консервный завод. Даже ершей, если есть заказ от рыбзавода. Какая-то часть откладывается на корм собакам. Сколько примерно рыбы одна лодка вылавливает за один выход? Когда только начинается ход рыбы на нерест, то хорошо попадается. Люди и близко не представляют, сколько же можно поймать. Примерно 200 килограмм – это за смену, которая длится 12 часов, но бывает и 100 килограммов всего выловишь, так как рыба потом начинает растекаться по заливам, редеет. А можно разбогатеть на рыбе? Нет, стали плохо платить. Щуку вот перестали принимать. Одно хорошо, что есть дотация от округа. Если б не она, то выйдешь в ноль. Ведь все дорого, в том числе электричество, рефрижераторы. А если ловить в частном порядке? Тогда всеми документами придется заниматься самому. И все равно, тебе тоже выделят только небольшую квоту на вылов. И каждый год она все меньше. Мы порой только 3 дня ловим, а потом выбираем квоту и стоим. Раньше, до революции, ограничений по лову рыбы не было. Абдорск оживал со вскрытием рек. Песчаные береговые полосы с мая были усеяны разными лодками. Все с нетерпением ожидали вонзевого хода, подъема с моря рыбы. К началу подъема рыбы практически все население, за исключением женщин и детей, разъезжалось по низовым пескам. Абдорск пустел. Выход рыбы из Обской губы вверх по Оби на нерест шел в определенной последовательности. Сначала поднимался Сырок, за ним через 2-3 суток Нельма, затем Муксун, последними Щекур, Пыжьян, Сельдь, Налим и Осетр. Особенно горячим был июль, неводное время, когда начинался спад воды и обнажались пески. Когда я начинал рыбачить, тогда квот не было. Пришла весна, ловим столько, сколько сможем, и всякую рыбу. А сейчас норма. Выловили норму, стоим до следующего года. Либо черную рыбу бреднем ловим, щуку и другое, и рыбозавод тоже стоит. Тогда же завод не будет рентабельным. Да, если б не дотации, то завод бы уже закрылся. Если раньше рыбаки негласно делили реку между собой и существовали родовые угодья, то последние годы этим занимается государство. Определяет, кому и где и сколько ловить. Это еще небольшая волна? Это пока мелкая, только потряхивает. А при подъеме невода не опасно стоять на ногах в лодке при большой волне? Упрешься и не падаешь, разве что волна с кормы захлестывает. А это что такое? А это помпа, чтобы воду из лодки откачивать. Кто
Кто вам такие лодки делает? Это в Оксарке мастера есть. Деревянные лодки мастерят. Minä notamin vassianin karan oksarkon. Ja tau pužijassa tausasen karan. А деревянная лодка лучше? Meillä oli mitä ydidiksa hoito karttusi. Mutta noita jemkeessä taus kiulat vestouna. Sä et aina kartpužis опасные цунами, это емкедик бергедлины вытчева. А мы привыкли уже к деревянной. Она удобная, а железная лодка вертлявая. Нам такой лодки хватает лет на 6. После 6 лет она начинает гнить и пропускать воду. И мы ее меняем на новую. Давным-давно, до появления технологий, связанных с электричеством, рыбу солили, коптили, вялили, либо перетирали в муку. Сейчас ее либо консервируют, либо замораживают. Когда видишь такую картину, корабль, засыпанный песком, почему-то это напоминает картинки с Аральского моря. Если помните, море там отступило, и корабли остались лежать на песке и ржаветь. Он тоже уже ржавый и тоже уже не функционирует. Так что же это за корабль? Называется он плашкоут. Они стоят на реке, двигателя нет, просто баржа. Так вот, рыбаки ловят рыбу, подъезжают, выгружают ее сюда и опять уходят на лов рыбы. Этот плашкоут забит кусками льда. Это сделано для того, чтобы рыба, которую сюда вываливают, не портилась. Это что-то типа склада плавучего. Потом, как наполняется рыбой этот плашкоут, его отправляют в Салехард, на рыбный завод. Анатолий Терентьев – житель городской, из Салехарда. Но его предки тоже были оленеводами и рыбаками. Работает он простым, если можно так сказать, телевизионным журналистом в окружной телерадиокомпании. Но на жизнь зарплаты не хватает. Приходится в отпуске и по выходным ловить рыбу и сдавать на завод. К тому же он привык, чтобы на столе всегда была приличная рыба и в приличном количестве. По договору Анатолию выделен тоже участок для лова. Он подчиняется правилам. Однако у него на все есть свое мнение. У наших предков закон был другой, не бумажный. Если хочешь есть, иди и лови. Раньше считалось, если рыбу не ловишь, значит лентяй. А сейчас по-другому. Есть бумага, пойдешь ловить, а если нет, то и нет. А у тебя бумага есть? Есть, но даже если бы и не было, все равно бы ловил. Рыба — это еда, а не привилегия. Вон пойдут новые русские, ловят, что захотят, а между тем им эта рыба и не нужна. Не цепляется сеть за топляки? Цепляется, выдираем ее и чиним. Каждую неделю приходится чинить. Последние несколько лет на лов осетра, муксуна и нельмы стоит запрет. Рыба резко стала исчезать. Ее исчезновение рыбаки не связывают с ловом, так как она исчезла бы уже давно, заявляют они.
и связывают снижение поголовья лососевых с нарушением подводного рельефа Обской губы и разрушением нерестовых ям большими морскими судами. Как бы то ни было, ихтиологи изучают ситуацию и в большом количестве выпускают в реку мальков. Если даже исчезнет какой-либо вид рыбы, в целом ресурс реки рыбакам исчерпать невозможно. Ну, в общем, вот так выглядит конец нашей истории о рыбаках Ямала. Пыжьян, налим, сырок и что-то там еще. Великая река не только кормит народы и связывает их одной транспортной системой, она сама их созидает. Уклад местных народов – ханты, ненцев, коми и селькупов – сильно связан с обью и рыбалкой. Настолько сильно, что это отразилось в их культуре, языке, обычаях. Чтобы сберечь эти народы, прежде всего нужно сберечь обь.